Приготовление еды – это практически культ. И вот я знаю станции полярные, на которых приглашают именно татарских женщин работать. Так. Потому что считается, что именно татарские женщины сохранили умение делать выпечку. И когда полярники возвращаются с Альдины, и там пахнет пирожками, и люди очень здорово отдыхают. Лучше нет подарка, чем жена татарка. Мы готовим на кухне МГС Мебель. Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Огромный выбор качественных материалов от демократичных ПВХ-покрытий до элитных итальянских пластиков и модного испанского алвика. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС Мебель для жизни. Здравствуйте, уважаемые телезрители и сәлеметсіз қадірлі достар. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях интереснейший человек. Председатель регионального отделения Русского географического общества в Республике Татарстан Дмитрий Шиллер. Дмитрий, Дмитрий. Я к вам на передачу с подарком от Казанского немецкого сообщества имени Карла Фукса. В честь столетия выпущен вот такой альбом «Казань 100 лет назад глазами немцев». То есть тех самых немцев, которые проживали здесь в то время. В основном эти фотографии сделал знаменитый казанский фармацевт. Его аптека находится на улице Баумана, аптека Берга. Это вот та вот знаменитая аптека на углу, которая... Да. Спасибо, это очень классный подарок. Дмитрий Шиллер, председатель отделения Русского географического общества в Республике Татарстан, президент Федерации подводных видов спорта Татарстана. Подводным спортом занимается с 1987 года. Является обладателем мирового рекорда по погружению в самые холодные точки мира. Обладатель национальной премии «Хрустальный компас» за экспедицию «Полюс холода». С 2010 года отрядом под руководством Дмитрия Шиллера было реализовано множество мероприятий. Среди них многоэтапный экспедиционный проект «Полюс холода», экспедиционный этнографический проект «Святыни Татарстана» и многоэтапный проект «13 морей России». Дмитрий, рассказывайте, что мы будем сегодня готовить? Слушай, как всегда, будем готовить просто, сытно, быстро. Так. По сути дела, то, что мы готовим себе в экспедиции, когда надо приготовить сытно, быстро и так, чтобы накормить большое количество людей. Так. Мы сделаем суп из фасоли и азу. Рустам, тогда попрошу, воду ставь. На тебе будет лук-морковка, а я возьму картошку. Так, крупно режем, нет? Крупно, давай крупно сделаем. Я как старотатарский немец Старотатарский. открою тебе секреты кулинарии. Так. Сделай примерно так. Дмитрий, вы сказали, что нужно это все быстро приготовить. Какой главный секрет? Почему мы сможем это быстро приготовить? Главный секрет это как раз в том, что это простые ингредиенты. Так. И мы прекрасно отдаем себе отчет, как быстро они готовятся. И тушенка, которую мы будем использовать, это нам в этом поможет. А вообще, я тебе хочу сказать, в экспедиции приготовление еды – это практически культ. И я знаю станции полярные, на которых приглашают именно татарских женщин работать. Так. Потому что считается, что именно татарские женщины сохранили умение делать выпечку. И когда полярники возвращаются с Альдины, то есть когда они заходят в помещение, где они отдыхают, и там пахнет пирожками, и люди очень здорово отдыхают. Вы так об этом сейчас рассказываете, я прям представил вообще это. У меня у товарища, он руководитель одной из станций, у него для принципиально. Лучше нет подарка, чем жена татарка. Точно? Слушайте. Мы готовим на кухне МГС Мебель. Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС Мебель для жизни. Так, смотрите, у нас здесь, по-моему, вода уже закипела. Сейчас надо проверить. Да? Давай забросим картошечки тогда. Так.
Солить надо, нет? Слушай, я чуть попозже посолю. Ага. Давай, когда вот мы под жарочку закинем, Так. тогда я посолю. Окей? Окей. Ты тогда сковородочку у нас что там? Сейчас все сделаем. Все сделаем. Мы же быстро готовим, да? Надо, Да, поэтому ну мы- быстрее надо шевелиться. Все. Хоп-хоп, масло добавляем. Да, Чтобы жарить. закидывай сразу. Ты знаешь, вот почему вот именно быстро и сытно и так жирно? Ну, вот, иногда, когда добираешься, вот у меня был такой момент, мы шли на полюс холода, и было очень тяжело пробиваться. Мы проходили где-то за сутки километров 30 только. И вот мы добрались до места нашей ночевки, и мы поняли, что просто сил больше нету. То есть температура за бортом, я имею в виду за стенами домика, до которого мы добрались, порядка минус 60. Ого. А мы даже, вот, понимаешь, мы печку развести от усталости не можем. Я дал команде просто час отдохнуть. То есть подтаскали дров, отдохнули, и потом уже начали что-то готовить. Поэтому вот некоторые вещи, они должны быть быстро, но очень сытно. Дмитрий, ну минус 60 за бортом, это реально, это мощно, я бы Да, сказал, да, да? да. Я никогда в таких температурах никогда не находился вообще абсолютно. Какая у вас самая сложная какая-то экспедиция была? Слушай, Вот прям. самая сложная экспедиция была в Антарктиду. Там очень много на нас свалилось. Так. Вот. И что для меня было необычным, это то, что мы вынуждены были работать не с судна, а вынуждены были работать с парусной яхты. Так. То есть мы проходили пролив Дрейка под парусами. И ты знаешь, раньше только в левом ухе серьгу мог носить только моряк, прошедший пролив Дрейка. Так. Вот я вынужден был в ту У экспедицию меня пройти 2 проколото раза. ухо левое. Но я... Покажи-ка мне яхту с бортом. А на самом деле это было просто невероятно сложная экспедиция. Пролив Дрейка проходит за 4 дня. Так. И вот эти 4 дня, понимаешь, это такое место, где встречаются 2 океана. То есть и там постоянно, не штормов там не бывает. Там шторма постоянно. То есть он просто бывает либо маленький, либо сильненький. И мы вынуждены были постоянно... Ты помешаешь там? Да, вот, я думаю. Мы вынуждены были постоянно в таком, знаете, в полузабытие спать. Потому что ты себя подвешиваешь в кокон Ага. и вот ложишься примерно так, потому что тебя бросает так сильно, что ты бьешься либо головой, либо на этот кокон тебя отбрасывает, либо головой. Спать невозможно, есть невозможно, приготовить, главное, невозможно. Ага. Вот. За один переход у меня люди теряли до 6 килограмм. Ну, 6 килограмм это еще не так много. Не, ну понимаешь, у нас критично, потому что у нас идеально подогнанные костюмы. Так. И когда мы теряем в массе, мы теряем и в объемах. И, соответственно, вода проникает. Ага. А вода, чтобы ты понимал, морская, она может быть минусовой. Вот. И когда мы погрузились, а мы еще, понимаешь, мы когда пришли, мало того, что вот это 16-метровая яхта, там, знаешь, вот мы идем, там все эти трудности преодолеваем. Утром у меня будет капитан и говорит, что Дмитрий, у нас проблемы. Я говорю, что опять случилось? Он говорит, ледовая обстановка меняется. Через 8 часов здесь все будет забито льдом. И я понимаю, что мы без отдыха, голодные, должны выполнить все, что мы планировали за 3 дня, выполнить за эти 8 часов. Ого. Да, это вот, ого, это очень мягко сказал. Я услышал от своих товарищей более весомые слова. Здесь нельзя просто. Тогда можно ого-го. Ну да, можно и так. Вот. И вот это вот ого-го нас настигло. Мы, чтобы спрятаться от волн, единственное, что, ну что делать? Ну где, нырять надо, ну что делать? Капитан такой смотрит. Слушайте, ну тут, в принципе, жерло вулкана действующего затопило. Туда можно пронырнуть. Может, там... И я так понимаю, действующий вулкан, жерло затопило. Я говорю, а есть какой-то график выброса? Он говорит, ну, в принципе, не знаю, давно не было. Я говорю, ну, это, говорю, аргумент. Так. Но выбора нету, говорю, ныряем, заходим, говорю, в это жерло вулкана и будем работать. Мы тогда зашли и начали работать сходу, прям упали, отработали, вышли. Капитан говорит, льды появились, у нас максимум час.
И вот мы вот так вот от этих льдов, мимо льдов. И так, по сути дела, мы до станции Беллинсгаузен добирались, и уже только там нас товарищи покормили на станции. Вот. На станции Беллинсгаузен мы как раз передали Коран. Наша экспедиция была впервые привезла Коран на Антарктиду. Ребята-мусульмане, кто был у меня в экспедиции. Так. Ребята-христиане везли икону Казанской Божией Матери, а ребята-иудеи везли Тору. Вот. И вот эти вот все 3 священных реликвии, которые мы везли с собой, мы перевезли на станцию Беллинсгаузен. Так, Дмитрий, ну что, мне кажется, у нас тут все уже дошло Отлично, как надо. давай сейчас тушенку закидываем. Ага. Вот так вот. И сразу ее, да, вот так вот немножечко поджимай, и она будет разогреваться, ее раскидывай. Дмитрий, ну а в принципе, чем занимается географическое общество? Какие задачи стоят перед... Слушай, задач огромное количество. Если ты посмотришь на устав, ты даже опешишь, вроде как. Но самая главная задача – это собрать людей неравнодушных, которые действительно любят и свою державу, и вообще, в принципе, ищут новые пути развития. Современная география, она ставит много задач, от построения городов до экологии. Всем этим мы и занимаемся, формируя вокруг себя такое сообщество неравнодушных людей. Сегодня человечество изучило, по сути дела, только 1/5 часть земного шара. То, что Это называется суша, да. да. То есть, соответственно, 4 части – это подводная часть. Вот не будем далеко ходить. Вот есть такое направление у нас – подводная археология. Так. Но ты представляешь, какой мощнейший трафик была река Волга, Кама. А ведь как подводные объекты их никто еще и не изучал. Ты знаешь, вот у нас есть отряд молодежный, подводный исследовательский отряд Русского географического общества. У нас там детишки от 10 лет до 18. Сергей Салеев, товарищ мой, он реализовал проект, называется это «Святыни Татарстана». Так вот, эти ребята от 10 лет нашли вот, в водохранилище нашем, Так. Куйбышевском, 30 объектов, это бывших мечетей и церквей. Под водой поднимали закладной камень из этой разрушенной церкви или мечети и передавали его в ближайшую церковь или мечеть. Давай сейчас мы закидываем. Так. Отлично. И можно Фасоль. сразу фасоль, да. Давайте. Вот. Так вот, с коллегами в общественной палате мы как раз это и обсуждаем. И я считаю, что это очень важно дать молодежи возможность быть первооткрывателями, быть теми самыми, знаешь, Кусто, и быть, в общем-то, быть первыми в чем-то. Они будут, потому что, ну что такое? Мы, извини, о некоторых частях Мирового океана знаем меньше, чем о Луне. Давай тогда посолим, поперчим. Посолили. Поперчили. Поперчили. И это у нас будет готово буквально через пару минут. Как раз в эти пару минут мы прервемся на рекламу. Да. Фасолевый суп с тушенкой. Картофель и морковь нарезали небольшими ломтиками, лук мелко нашинковали. Морковь и лук обжарили на сковороде на растительном масле, затем добавили банку тушенки и томили несколько минут. В кипящую воду положили нарезанный картофель, затем подготовленную поджарку, далее добавили банку консервированной фасоли, приправили солью и специями и варили до готовности еще несколько минут. Ну что, друзья, мы вернулись. Напоминаю, вы смотрите «Секрет татарской кухни». У нас сегодня в гостях председатель регионального отделения Русского географического общества в Республике Татарстан Дмитрий Шиллер. Пам-парам, Пам-пам! Да, мы суп, значит, приготовили уже. Сейчас будем готовить азу. Так. И поэтому для тебя очень ответственное дело. Картошечку надо чистить, да? Чистить картошечку. Обожаю. Ну, мы предварительно ее запекли в костре. Мы ее как в костре, врать не будем, костре, как в костре, в но сами костре. сделали вот на этой вот печечке. У них, кстати, очень удобная кухня, я хочу сказать. Кто им это все делал, спасибо большое. Так. Вот. Все у них под рукой, друзья под рукой, товарищи под рукой. Вот. Интересные люди, которые к нам приходят, тоже под рукой всегда. Холодильник только далеко, я хочу сказать, бегать приходится. А так все под рукой. Так, Дмитрий, ну что, а как вы вообще, в принципе, сами просто пришли в эту профессию?
Слушай, вот я тот самый человек, которому несказанно повезло. Так. В детстве попал и сразу в десятку. Помнишь, раньше были такие, они это называли школы Юнг. Так. Вот, я был в одной из таком, скажем так, подразделений. И там занимался парусами. Чем? Парусными спортом. Парусами, так. Да. И на одних из соревнований я увидел ребят, которые обеспечивают нашу безопасность нашим гонкам. Увидел у них акваланг. Естественно, глаза у мальчика загорелись. Мальчик весь захотел. Так. Вот. И подошел, сказал: ребят, а можно? Они ему сказали, ну, в общем, провели мне краткий инструктаж, взяли меня за шиворот и дали мне подышать под водой. Так. Я не знаю, в какой в этот момент включился химический процесс, но в мозгу что-то стукнуло, стрельнуло, знаешь, и все, я понял, что это мое. С тех пор, в общем-то, вопрос, куда идти, кем становиться, что в своей жизни делать, у меня никогда не стоял. То есть я знал, что вся моя жизнь, она будет посвящена вот этим минутам, которые я буду проводить под водой. Вопрос только, с чего нужно было начать? Слушай, раньше это все преподавали в ДОСАВ. Так. Вот, поэтому надо было просто прийти в ДОСАВ, пройти медкомиссию, и тебя брали и обучали. Потом была военно-морская школа водолазов. Вот, это отдельная песня в моей жизни. Я хочу сказать, что вообще вот все подводная деятельность на флоте, это деятельность, куда берут только по собственному желанию. Поэтому, что командиры были очень увлеченные люди, Так. что весь состав мичманов, старшин, это были люди, которые занимались в свое время и подводным спортом. Вот есть такое направление. Вот, и, в общем-то, подводной деятельностью, как и научной деятельностью в основном. То есть я счастливый человек. Вот мне повезло. Так, картошку нарезали? Да, теперь режь лук. Я сейчас буду делать морковку. Отлично. Делайте морковку. О, делать морковку это не просто, знаешь. Все режем. Любой кулинар знает, что все дело в морковке. Дмитрий, ну у вас действительно очень сложная и очень опасная профессия. С этим не поспоришь, так ведь? Ну, давайте спорить не буду. Ну, если вам приходится нырять в жерло вулкана, знаете ли, действующего. Действительно, сложная, опасная профессия. Но вы семейный человек, Да, так? да. Как семья, так скажем, относится к этому, ко всему? Я могу сказать так, что вот в любви-то можно объясняться? Можно? Жена, я тебя Жене, люблю. если да. На самом деле, вот все, что происходит, все, что получается, это только заслуга супруги. Так. Потому что, вы поймите, когда у тебя есть люди, которых ты безумно-безумно любишь, и ты где-то очень-очень далеко, и ты отдаешь себе, как взрослый дяденька, отчет, что может произойти, тебе должно быть понятно, и ты должен быть уверен, что в это время у тебя очень хорошо и надежно прикрыт твой тыл. Поэтому это в большей степени все наши заслуги, это заслуги наших жен. Это вот я в этом абсолютно уверен. А дети? У вас есть дети, да? О, это... У меня есть дети. Сколько, если не секрет? У меня 5 дочек и 1 сын. 5 дочек и 1 сын! Ничего себе! Самому старшему и самому младшему сколько? 26 и 10. Ну, кто-то из них идет по вашим стопам или нет? Нет. Почему? Нет, не дай бог. Да? Ну, на самом деле, я думаю, потому что все видят, как это сложно. Если мы возьмем, например, один календарный год, сколько вы дома времени проводите? Слушайте, недавно буквально считали мы с дочерью старшей. Очень по-разному, но как пример могу вам сказать так. Я летом собираю сумку, и она мне говорит: пап, ты на Новый год-то будешь? Так, мы жарим лук, морковку, да? Ну, сейчас я же стал общественником, понимаешь, и поэтому я вот уже больше в республике. У меня есть уже обоснование, почему я больше провожу время в республике. Да, морковку также. Да, чуть-чуть ее Так, и чем вы там занимаетесь? Слушай, ну... Своей общественной деятельностью? Я же являюсь еще
президентом Федерации подводного спорта Республики Татарстан Так. и руковожу комиссией по культуре Общественной палаты Республики Татарстан. Так, Дмитрий, ну что, мне кажется, сюда можно уже добавлять. Да, давай закидывай тушенку. Давайте. Оп. Все по той же схеме. Ничего не меняем. Прижимаю, разламываю. Вы пока... Доделываю огурцы. Да, Доделываю за тебя огурцы. Какие планы сейчас вообще? Над какими проектами Планов, работаете? как обычно, громадье. Один из самых интересных для меня проектов, который, я считаю, будет очень удачно, если мы его осуществим. Я хочу сделать большую этнографическую экспедицию по покрытию тюркского языка, то есть на мировом пространстве, то есть географическом. То есть, по моим прикидкам, это от севера Африки до севера Америки. И я думаю, что это будет очень интересная экспедиция, которая покажет, насколько тюркский язык был распространен. Ты закидывай огурчики туда, Ага. вот, освободи мне эту штуку, я буду зелень нарезать, а ты потом еще томатную пасту туда забросишь. Отлично. Закидываем картофель. Так, Вот. отлично. Дмитрий, а есть какая-то, ну, знаете, такой топ-5, к примеру, назовем, достижений именно нашего вот регионального отделения Русского географического общества? Да, есть то, что нас очень ярко выделяет из всех, то, что мы всегда уже стало брендом не только нашего отделения, но и России. Мы в свое время создали подводный исследовательский отряд имени Алексея Архиповича Леонова, первого космонавта, который выходил. Этот отряд во время выполнения научных работ сделал 7 мировых рекордов по глубине в тех или иных регионах. Вот. И сейчас мы готовимся в честь столетия республики выполнить уникальнейший проект, который, мы уверены, если он нам удастся, станет тоже мировым достижением. Но я хочу сказать больше. В наш отряд, который базируется на Республике Татарстан, которая не граничит, как вы знаете, ни с каким морем, просятся члены команды Кусто. Ого! Ого! Это абсолютно серьезно, и, в общем-то, Бажан Астойч уже написал заявление. Так, Дмитрий, у нас тут все готово, мне кажется. Ну все, открывай холодильник и пробуем. Азу по-татарски. Походный вариант. Запеченный картофель очистили от кожуры и нарезали крупными кубиками. Лук мелко нашинковали, морковь и маринованные огурцы нарезали небольшими ломтиками. В сковороде на растительном масле обжарили лук и морковь. Далее положили банку тушенки, затем добавили маринованные огурцы, томатную пасту, ломтики картофеля и обжаривали еще несколько минут. Дмитрий, ну мы с вами все приготовили. Надо пробовать уже, да? Давай ты первый. Давайте. Зелень. Куда мы кладем? В вазу или тут? Я или сюда. тут? И сюда. Всё, окей. Очень круто. Прям насыщенный вкус такой. А подсолить не хочешь? Я нет. Вот мне тоже нет, но... Я не хочу. Перчика, может быть, я добавил бы еще. Но... Прекрасно. Прекрасно. Не, это хорошо получилось, это точно. Идеально вообще. Да, ну, попробуем. Так, теперь азу. Азу. Здесь надо все захватить. И тушеночки, и картошечки, и огурчиков. Ну-ка, зелень не забудь. Я знал. Не, я хочу сказать, что Да? холод возле костерочка. Мы бы сейчас с тобой прекрасно провели время. Вы знаете, кулинария – это как история. Мы понимаем, откуда продукты, мы понимаем, как они готовились. И мы, в общем-то, видим, в каком веке что появлялось. Поэтому это безумно интересное занятие. Присоединяйтесь к этой передаче всегда, участвуйте в этих экспериментах, которые происходят здесь. Ну и совершенствуйте себя. Да. Друзья, и, конечно же, не забывайте смотреть нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Это были секреты татарской кухни. Сау было, До свидания.
Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Tarixanı başları, bik təmli həm faydalı.